Напоминаю, что у нас сегодня тема нашего очередного вебинара звучит полезные онлайн-инструменты. Я сегодня буду рассказывать о некоторых инструментах, которые подходят для визуализации и будут использоваться на вашем сайте. Я знаю, что у вас почти у всех есть свои собственные сайты, поэтому подумала, что вам будет полезно узнать о таких инструментах для визуализации, которые вы можете потом использовать у себя на сайте для оформления статьи или для дополнения своих статей. Так, сейчас я уже буду запускать демонстрацию экрана. Если вдруг не будет видно моего экрана, пожалуйста, тоже сообщайте. Я хотела бы отметить, что, коллеги, это у нас последний вебинар. Мы уже на финишной прямой. Сегодня я буду как бы завершающим спикером. В группе, наверное, надо было тоже написать. Сейчас, секунду, давайте я тоже уведомлю их. Ну что ж, мы уже 2 минутки буквально подождали. Я думаю, что поставила функцию автоматического добавления в наш вебинар, поэтому не будем отвлекаться, и оставшиеся могут спокойно добавляться к нам и продолжать нас слушать. Так, как я ранее уже сказала, мы сегодня будем рассматривать несколько инструментов, которые были бы полезны для визуализации на ваших сайтах. Так, сейчас запущу демонстрацию экрана. Коллеги, скажите, пожалуйста, вам видно мой экран? Да, видно. Да. Отлично. Так, первый онлайн-инструмент, который, я надеюсь, будет полезен для визуализации, это из категории «было-стало». То есть, вот, смотрите, вы можете на своем сайте разместить 2 фотографии, где пользователь может передвигать вот этот слайдер и посмотреть, как было и как стало. Вы можете так оформлять любые ваши материалы. Для этого мы заходим на сайт, который называется Flourish Studio. Я, если вам нужно, потом в чате, в нашей группе скину все ссылки на сегодняшние сайты, которые мы будем сегодня рассматривать. Итак, Flourish Studio. Мы заходим на сайт Flourish Studio. Для этого вам нужно зарегистрироваться, но сейчас я не буду регистрироваться, потому что я уже заранее здесь была зарегистрирована. Мы заходим на свою страничку и выбираем новую визуализацию. В новом окошечке выпадает множество различных функций и визуализаций. Это может быть и инфографики различных видов, как вы видите, и какие-то карты, где вы можете выделять необходимую территорию или область, инфографики в виде каких-то точек или черточек. И здесь мы выбираем, вот тут называется фотослайдер. Здесь выбираем фотослайдер, да. Открывается новое окошечко, и тут все подробно расписано, как это все сделать. Нажимаем просто на «Создать». И в появившееся окошечко мы видим, что появляется справа тоже выпадает окошечко, в котором мы будем вставлять фотографии, то есть фотографию А и фотографию Б. Для этого мы выбираем, заранее нужно подготовить 2 фотографии, они должны быть буквально одинаковых размеров, чтобы подходило по стандартам. И выбираем здесь фото 1
стрелочку наверх нажимаем. Это обозначает, что мы скачиваем со своего ноутбука нужную фотографию. Так, я выбираю первую фотографию, вот она появилась, первая фотография. Затем выбираю фото номер 2, тоже нажимаю на стрелочку вверх и выбираю следующую, вторую фотографию. И вот вы видите, что наш слайдер уже готов, то есть мы можем перемещать, и, допустим, если мой материал, который я хочу разместить на сайте, будет о том, что я, как SMM-специалист, сделала из обычной фотографии моего коллеги готовый пост для социальных сетей, то вы тоже можете так подготовить, и чтобы наши посетители могли видеть и передвигать, как было до, как стало после. Затем, после того, как мы добавили обе фотографии, мы должны это скачать, чтобы вставить на наш сайт. Для этого сверху есть кнопочка «Экспорт». Нажимаем и выбираем первую публикацию. Выбираем «Да». И здесь появляется специальный код, который вам нужно... Так, секунду. К сожалению, я не могу посмотреть, что вы видите, что вы пишете в чате. У меня тут как бы экран. Вопрос такой был у меня. В соцсетях тоже можно размещать вот этот слайдер? Это, во-первых, первый вопрос. И второй вопрос. Я хотела бы, чтобы ты уточнила, успевают ли как бы проследить за твоими действиями участники? Да, коллеги, скажите, если я слишком быстро говорю или объясняю, включайте микрофоны и скажите, чтобы я это делала помедленнее. Ответ на вопрос о том, что можно ли это размещать в социальных сетях, к сожалению, нет. Данный код, который вы вот тут сейчас видите справа, мы его копируем и можем вставить только на наш сайт. То есть эта публикация может быть размещена только на нашем сайте. То есть мы, например, на сайте MediaKG вот это можем разместить, да? Да, получается, на сайте MediaKG, у нас на сайте мы можем с легкостью разместить данную визуализацию. А потом мы как бы можем запустить в Facebook, а там какая картинка выйдет? Просто статичная вот эта фотка, как будет она потом выглядеть? Скорее всего, фотографии не будет видно только ссылку на наш как бы сайт. Но мы можем выйти из этой ситуации таким образом, что мы можем сделать скриншот, допустим, вот поставить наш слайдер посередине или где-то вот в таком промежутке, чтобы было видно, что это до и что это после, и сделать скриншот и сделать это заглавной фотографией в нашем материале, чтобы оно отображалось, когда мы будем опубликовывать это у нас в социальных сетях. Затем уже люди будут переходить на наш сайт, читать материал, и пользователи смогут передвигать данный слайдер и смотреть, как было до и как стало после. Так, вот, вы, получается, просто готовый код копируете и вставляете на сайт. Я думаю, не буду я сейчас показывать, как это вставлять на сайт, потому что это займет очень много времени. Просто вы должны запомнить, что нужно скопировать этот код и в разделе, когда вы будете публиковать материал, вставить этот код, и он отобразится визуально. Так, следующий онлайн-инструмент, он идет тоже наподобие было-стало, но я бы это больше использовала как тестовый, в виде теста. То есть вы можете на одной стороне фотографии написать какой-либо вопрос или взять вопрос из какого-либо теста и уже на обратной стороне сделать ответ к нему, правильный ответ. Это мы можем сделать на сайте, который называется Playbuzz. Заходим на Playbuzz. Секунду. Так, заходим на Playbuzz. Здесь вы нажимаете на «Создать свой собственный эксперимент». Выходит новая страничка, на которой тоже нужно будет зарегистрироваться. Ну, я опять говорю, что не буду регистрироваться, потому что я уже зарегистрирована здесь. Выходит моя страничка. Здесь мы выбираем «Создать», сверху фиолетовым облачком написано «Создать».
нажимаем на «Создать». И снова фиолетовым выделено «Создать новый вид». Выбираем здесь «Начать новый» и выбирайте один из нужных вам элементов. То есть здесь есть очень много функций, которые можно использовать тоже на сайте. Это всякие разные вопросы, ответы, цитаты или просто текст. Но мы выбираем нужный нам флипкарт вот этот. Если на него навести, то появляется сверху анимированная графика, как будет выглядеть эта функция в деле. Нажимаем на флипкарт, и здесь уже появляются функции. То есть сверху написано фронтальная часть, фронтальная сторона и задняя часть. Я выбираю, сначала нам нужно загрузить фронтальную часть. Для этого тоже заранее вам нужно подготовить картинки необходимые, или если вы хотите, как я ранее сказала, сделать это в виде теста. Кстати, такую функцию я часто видела на сайте Кактуса, когда они задают какой-либо вопрос, и пользователь пытается угадать ответ на него, потом он про себя отвечает и может нажать на картинку и узнать с обратной стороны правильный ответ на этот вопрос. Значит, мы заполняем сначала фронтальную часть. Для этого выбираем фронт, выбираем значок фотоаппарата, то есть нам нужно загрузить фотографию, которую мы уже заранее подготовили. Для этого мы выбираем, заходим в раздел «Импорт» и нажимаем на «Upload». Здесь вы можете иметь доступ к ноутбуку и выбрать необходимый, так, сейчас скажу, необходимую фотографию. Да, допустим, я подготовила такой небольшой тест или просто название для того, чтобы люди задумались, сколько раз нападали на журналистов за последние 3 года. Сначала человек читает то, что вы написали на картинке, про себя думает, сколько же раз нападали, или ему становится интересно, и тут мы заполняем вторую часть, то есть заднюю часть фотографии. Для этого мы выбираем страничку Back. Снова мы загружаем через фотоаппарат, выбираем импорт, заходим на Upload и загружаем отсюда нашу вторую фотографию. Так, кажется, я выбрала правильную фотографию. Да, и вот уже готова фотография, которую я заранее создала. Здесь оно в виде маленькой инфографии за 3 года, инфографики за 3 года показывается, сколько раз нападали на журналистов. То есть получается, что, сейчас скажу, вы можете здесь надпись сделать, допустим, нападение на журналистов. И уже дальше посмотреть. Переходите на слово Next и смотрим, что получилось. Здесь, в этой промежуточной части сайта, показывается, как наша картинка будет смотреться на мониторе компьютера. То есть это вот так вот, когда вы можете нажимать и узнавать ответ. Как оно будет смотреться на экране планшета, тоже вы можете посмотреть, насколько оно большое или маленькое, и тоже можете покликать, посмотреть. Или же, как оно будет смотреться на экране телефона. Тоже можем посмотреть, что все работает, все по размерам нас устраивает. Если хотите, вы можете сохранить здесь же на сайте свою публикацию. Вдруг, если у вас она пропадет откуда-то, всегда можете достать его снова отсюда. Можем нажать «Сохранить», «Save». И после того, как сохранили, мы нажимаем следующее слово «Next». И уже здесь мы выбираем снова код. Вот первый код, который нам дается, копировать код. Это для того, чтобы мы скопировали и смогли вставить у нас на сайте, на вашем сайте, в наш необходимый материал. То есть тут мы используем только такие вот коды, которые копируем и используем их у нас на сайте. Так, есть ли вопросы по этим двум инструментам?
Если нет вопросов, то давайте перейдем к третьему инструменту. Это самый легкий, наверное, из всех данных инструментов. Называется он облако слов. Так, перейдем дальше. Облако слов. Для этого, чтобы создать облако слов, мы заходим на сайт, который называется WordArt. Заходим на сайт, и здесь уже все просто написано. Вы можете на интуитивном уровне нажимать кнопки и выбирать необходимые картинки, слова и так далее. Нажимаем на слово Create Now, загружается новая страничка. В появившемся окошечке мы выбираем слева, мы должны заполнить находящуюся слева таблицу. То есть в этой таблице нам нужно просто вставить нужные нам слова. Допустим, давайте заполним облако из слов про сегодняшний день. Что сегодня у нас? Вебинар сегодня. Вебинар. Там пресс-служба, да? Туман. Туман можно. Туман. Что еще? Онлайн у нас все это идет. Четверг. Четверг. Ну, туман я пошутила, наверное, нету тумана на улице. Идет Так. снег, я смотрю. Давайте заменим Снег, на да. снег, да. Четверг. Заключительный. Инструменты, да, давайте заключительный. Заключительный вебинар. Практические навыки. То есть вы смотрите, вы можете здесь до бесконечности заполнять эту таблицу, то есть необходимые слова вставлять и создавать из них облако. Чем больше слов, я думаю, тем будет красивее. Так, дальше мы просто спускаемся вниз и нажимаем на Shapes. То есть это обозначает, как... Мадина, просят громче говорить. Ага, хорошо. Это обозначает, в каком виде будет облако. В виде сердечка, в виде облачка или в виде цифр. Тут есть разные категории. Вы можете понажимать на животные, на праздники, на облака, на геометрические фигуры. Допустим, если у кого-то материал связан с деньгами или с экономикой Кыргызстана, допустим, вы можете выбрать облако слов в виде значка евро или доллара, да? У кого-то связано с, там, я не знаю, спортом или со школой, тоже, видите, есть разные фигурки, подходящие под смысл материала будущего. Или транспорт, да? Давайте пока выберем что-то такое нейтральное, допустим, вот, значок класс. Дальше мы нажимаем на выбор шрифта. Выбираем шрифт, который вы думаете будет смотреться хорошо, или вам который понравился. Так, какой же выберем? Давайте выберем какой-нибудь спокойный шрифт. Я выбрала этот шрифт. Дальше мы следуем по подсказке «Выходит layout», то есть как будут слова в облаке располагаться. Будут ли они горизонтально, будут ли они вертикально, или все вместе, или по диагонали. Даже вы можете выбрать рандомно, пока выберем более-менее такой вот объединенный способ. И снова, после того, как выбрали необходимые нам условия, идем дальше. Называется Style. Здесь вы можете изменить цвет самих слов. Для этого мы заходим в Custom и нажимаем на вот эту палитру. Здесь открывается новое окошко с палитрой. Вы можете выбрать любой понравившийся вам цвет или же даже сделать несколько. Видите, уже тут 3 цвета есть. Вы можете нажать на рандом. Рандом обозначает, что сайт будет сам. Вот, смотрите, я нажимаю, и он сам рандомно выбирает цвет. Или вы можете выбрать какой-то вам определенный нужный цвет, фиолетовый, допустим, и нажать на вот этот значок, на вот эту кнопку. Это обозначает, что вы добавите именно этот цвет. Или желтый. Тоже добавляете только этот вам нужный цвет. Уже после того, как вы добавили все необходимые цвета, или один цвет, неважно, как вам будет лучше и как вам понравится больше,
Вы нажимаете Close, то есть закрыть это окошечко, и мы можем уже переходить к визуализации. Красной кнопочкой сверху здесь отмечено Visualization, то есть. И вот она загружается, наша визуализация, очень быстро, смотрите, наша картинка уже готова. Она в виде значка класс, как мы уже выбрали. Здесь слова идут в том направлении, которое мы тоже выбрали, то есть оно идет и вертикально, и горизонтально, и по диагонали, и в том цвете, который тоже мы сами выбрали. Вы можете так оформить сделать это больше как, наверное, представляющая фотография или картинка для статьи, чтобы посмотрели пользователи эту картинку, как-то заинтересовались и зашли дальше читать ваш материал. Как сохранить эту фотографию? Это уже в виде картинки сохраняется, мы можем его использовать. Если она сохраняется в виде картинки, то, конечно, мы можем его использовать и у нас на сайте, и в социальных сетях, где нам будет удобно их публиковать. Для этого есть сверху слово «скачать», download. Так, здесь, скорее всего, вам нужно выбрать, лучше будет выбрать стандартный PNG. PNG лучше тем, что качество картинки сохраняется. Поэтому я рекомендую, если вы хотите фотографию или картинку публиковать на сайте или в социальных сетях, то выбирать PNG. Выбираем стандартный PNG, и она автоматически быстро скачивается к нам на ноутбук. Вот я открываю. Вам видно? Я открыла новую картинку. Да, видно. Вот, наша картинка уже сохранилась. То есть вы можете ее использовать уже как полноценную картинку на сайт или в социальные сети. Так, все, мы уже скачали, картинка готова. Следующий инструмент — это инфографики. Я думаю, что все мы иногда делаем инфографики для какого-либо материала, поэтому сделать их легко и удобно будет на сайте, который называется так. Скажите, сейчас экран пропал, да, или все же видно? Да, экран пропал. Куда же она? Сейчас, секунду. Снова запускаю демонстрацию экрана, потому что оно куда-то пропало. Да, все работает. Значит так, инфографику мы создаем через известный такой сайт, он распространенный, называется PictoChart. В принципе, он очень удобен в пользовании. Для этого мы регистрируемся снова на этом сайте. Так. Я захожу уже на свою страничку, ранее зарегистрированную. Здесь мы выбираем, сразу первый раздел идет инфографики. Выбираем инфографики и создаем свою инфографику. Конечно, вы можете выбрать уже здесь предоставленные шаблоны, но я думаю, что самую простую инфографику легче создать на пустом слайде. Выбираем пустой слайд. Открывается новое окошко. Здесь вы видите, что появляются слева некоторые функции. Выбираем самый последний, который называется Tools. То есть нам дается 3 варианта. Мы выбираем первый вариант, который называется Charts. И здесь появляется очень удобное такое окошечко, в котором все, в принципе, понятно. С этой стороны вы можете выбрать вид вашей инфографики будущей, то есть в каком виде вы хотите, чтобы она показывалась. В виде обычных столбцов или в виде горок, в виде какой-то вот точки или кругляшочки, разные. То есть как вам понравится и как вам будет удобно пользоваться. Давайте для начала мы выберем стандартную горизонтальную инфографику. После того, как вы выбрали вид вашей будущей инфографики,
мы переходим на на вторую часть появившееся окошечко. Здесь уже заполнен какой-то стандартный макет. Мы выделяем этот ненужный нам пока макет и удаляем его. То есть просто выделить и удалить. Чтобы создать инфографику, естественно, у вас должно быть уже заранее подготовленные необходимые данные. Я, допустим, скачала их с сайта Статкома и скачала про естественный прирост населения. Сейчас вам видно таблица Excel? Да. Вот из этой таблицы я выбираю нужные мне наименования, то есть, допустим, на русском языке. Выбираю и копирую его. Затем я снова возвращаюсь на наш сайт и в первой ячейке просто нажимаю и вставляю его. Она автоматически заполняется с 1 по 10 ячейку. Затем нам нужно заполнить оставшуюся часть данными, то есть цифрами. Снова я перехожу к таблице и выбираю, пока я не буду вставлять все данные с 2011 по 2019, давайте для сравнения мы возьмем только два последних года. Это 2018 и 2019. Тоже их скопируем и вставим их в следующую ячейку. Когда вы вставляете, она автоматически заполняется и появляется ваша инфографика будущее. Затем мы можем менять какие-то необходимые области. Для этого нам нужно зайти вот сюда на маленькую кнопочку настройки, то есть шестеренка обычная. Заходим на эту шестеренку, и здесь уже в появившемся окошечке выбираем нам необходимые функции. То есть, допустим, я не хочу, чтобы моя инфографика была такого цвета. Здесь оно немного как бы смахивает друг на друга, поэтому оно смешивается, схожие они. Для этого мы выбираем здесь квадратики с цветами и выбираем нам нужные какие-то, я не знаю, вот, допустим, красные и желтые цвета, да? Пусть так будет, чтобы больше было заметно различий. Дальше, допустим, мне не нравится, что здесь текст на инфографике, он слишком тусклый какой-то. Для этого вот тут в пространстве текст и цвет его выбираем не серый, а черный. И он уже становится более выразительным и читабельным. Здесь есть Мадина, а название вот этих горизонтальных и вертикальных получается, наименований можно будет как-то вот в предыдущей таблице сверху как бы обозначить, что здесь области, а здесь там, не знаю, население или что это за данные? Так, это вы, наверное, имеете в виду сейчас... Вот тут, скорее всего, вам придется заполнять, дополнять здесь ячейки, сверху подписывать, что это, допустим, области Кыргызстана, в следующей ячейке писать, что это там 2018 год. Ну, Смотри, видите... Мадин, а где тут вот Кыргызская республика, где она тут получается в вертикальном, получается, нету ее? Я думаю, что нам нужно просто это вниз спустить. Сейчас я попробую. Да, потому что первая ячейка, она, как и в Excel, не читается. Оказывается, надо просто спустить на вторую ячейку. И здесь уже у нас видно Кыргызскую республику, слово. Ну, значит, она название не делает, мне кажется, вот эта таблица. Да, скорее всего, да, потому что тут, видите, больше как бы функций не дано. Мы можем это уже впоследствии подписать, я думаю. Давайте посмотрим, как можно это впоследствии подписать. Мы можем также установить источник, откуда мы взяли данную информацию. Так, мы уже в настройках мы, как я прежде говорила, мы можем поэкспериментировать и выбрать, допустим, удалить название, если оно вам не нужно, и нужно только оставить инфографику, удалить какие-то пунктирные линии, то есть обозначения, или добавить их. Вы можете сделать вот в таком виде, то есть не чтобы параллельно шла информация, да, а чтобы оно в друг друге было. Или же поменять расположение обозначений справа налево или снизу.
Так, давайте последуем дальше. Как нам это... Сейчас, секунду. Вот так оставлю. Как нам это сохранить дальше? Мы нажимаем на сверху Insert Chart, и оно перемещается на наш лист А4. Кстати, вы можете уменьшить, чтобы полностью он не занимал. Давайте немного сократим наш лист А4. Вот. Я думаю, так достаточно. Здесь уже вы можете перемещать инфографику, то есть куда вам удобно, либо посередине, сбоку и так далее. Но самое главное, что кроме перемещения самой инфографики, вы можете здесь надпись поставить. Да? Давайте зайдем слева тоже в раздел «Текст», выберем название, то есть заголовок, и напишем, что это естественный прирост населения Кыргызстана. Здесь, после того, как вы написали, вы можете это расположить сверху, посередине, да, и это опустить немного ниже. И я думаю, будет классно здесь добавить, откуда это мы взяли. Тоже выбираем, допустим, поменьше, да, поменьше облако, и пишем, что источник так, источник у нас это... Можно, кстати, вставить сайт. Я не скопировала, сейчас пока не открыла, просто напишу, что это статком, да? Статистический. NSK-KG, скорее всего, или Да, StatKG. давайте пока напишем так. Да, StatKG. Здесь мы это все сохраняем. И можем где-то расположить это снизу. Обычно же источники снизу располагаются. Где-то здесь. Или, как вы ранее говорили, мы можем тоже выбрать снова текст и подписать, что это, допустим, с 2018 по 2019 год информация здесь находится, или что здесь подписать, что это области наши Кыргызстана. И затем уже можно скачивать это в виде фотографии. Вы тоже можете это сохранить на будущее и уже затем скачать. Когда нажимаете на «Скачать», появляется новое окошечко, тоже PNG формат. Так, можно выбрать, наверное, средний и тоже скачать. Фотография, ну, это уже картинка, скачивается к нам на ноутбук, и мы тоже можем посмотреть, что она уже готова. Вы можете использовать его у себя в материале. Так, я думаю, с инфографикой более-менее понятно. Я, наверное, перейду тогда к самому сложному инструменту. Я считаю, что это самый сложный, его нужно долго заполнять. Это анимированная графика. Я думаю, что вы часто видели, что есть такая графика, которая движется по годам. Для этого нам снова нужно зайти на сайт Flourish Studio. Как вы поняли, это очень удобный сайт, чтобы создавать какие-то графики и фотографии. И здесь снова выбираем «Создать новую визуализацию». В появившемся окошечке мы спускаемся вниз и выбираем вот тут Bar Chart Race. То есть первый можно выбрать. Инфографика у вас будет вот такая анимированная, движущаяся. Вы можете также вставить картинки, вставить данные, и чтобы по годам они вот так плавно двигались и менялись местами. Что для этого нужно сделать? Уже в этом выбранном шаблоне заполнена, получается, информация. Для того, чтобы поменять вот эту всю информацию, что здесь нам не нужно, допустим, да, мы заходим вот сюда, в раздел «Дата». И здесь уже тоже в табличке меняем на нужную нам информацию. А вот эту ненужную мы можем просто выбрать полностью и удалить. Снова мы уже в нашей подготовленной табличке Excel выбираем
необходимые нам наименования. Тоже снова я копирую, это про естественный прирост в Кыргызстане. Снова выбираю ячейку и заполняю его автоматически. Как вы видите, здесь сразу автоматически ячейки заполняются. Нам просто нужно копировать с нашей таблички Excel и вставлять. Здесь уже нужно, наверное, скопировать год с 2011 по 2019. Мы вставляем в ячейку сюда и снова уже переходим к цифрам. Скопировали цифры, тоже автоматически вставили. Так, я вот сюда вставлю пока, посмотрим. И вот уже скопированные цифры здесь автоматически вставились. После того, как мы вставили всю необходимую информацию, снова нужно перейти в раздел просмотра, превью. И вот вы уже видите, что стрелка автоматически двигается. Да, вы видите, как меняется год, меняются числа и меняются местами некоторые области. Но смотрите, в чем загвоздка. Здесь, допустим, по стандарту не входят все слова. Здесь только область везде, город Бишкек поместился. Как сделать так, чтобы поместились все необходимые нам слова? Для этого мы переходим на правую сторону сайта. Здесь вы видите, очень много есть разделов, в которых мы можем менять настройки. Очень удобно. Для этого мы, допустим, в первом разделе Bars можно выбрать, как будет располагаться сама инфографика, да? Вертикально или же горизонтально. Я думаю, горизонтально легче всего воспринимать. Дальше, допустим, мы идем и выбираем цвет, какой мы хотим. Так, какие можно выбрать цвета? Здесь. Так, почему-то один и тот же цвет выбирается. До этого я выбирала, и у меня разные цвета были. Но пока оставим один цвет. И дальше в разделе Labels мы выбираем пространство. Вот это space слово. То есть пространство между самой инфографикой и надписями. Я думаю, здесь надо поставить 10, наверное. А нет, все равно не помещается. Давайте где-то 12. Когда мы уже вставили размер 12, то как бы оно отступает немного ближе к инфографике, и мы видим, что все наши слова здесь уже полностью высвечиваются, что можно их прочитать. Дальше, так, мы закончили с разделом Labels. Можно перейти, допустим, мне не нравится, что наша инфографика, она, вот вы видите, слишком быстро прокручивается. То есть не успеваешь иногда проследить. Или наша информация, которую мы вставили в таблицу, ее слишком мало, там идет с 2013, получается, по 2019. Это совсем немного, поэтому мы можем поменять время, за которое будет двигаться наша инфографика. Для этого мы заходим в Time Counter и тотализатор. Мадина, можно я только увидела замечание, потом по предыдущей вот инфографике, когда ты копировала, вот помнишь по статкому данные с Excel, оказывается, Да. ну то есть был комментарий, что мы не видим, как ты копируешь с Excel. Ты же просто там, получается, выходила, копировала и вставляла, да? Да. Никакого секрета там нет? Да, просто иногда в Zoom не показывается, когда ты выходишь с основного экрана. А так, да, получается, я заранее зашла на сайт Статкома, скачала необходимую таблицу с какой-то информацией. Мой выбор пал на естественный прирост. Эта табличка скачивается ко мне на ноутбук, затем я его просто открываю и необходимые данные скопирую и вставляю к нам в инфографику, в табличку на сайте. Так же, как и у нас вот тут сделали. То есть то же самое я скопировала с таблички с Excel-овской, вставила вот тут вот в дату, то есть заходим в раздел «Дата» и заполнила вот эту табличку. И уже здесь оно высвечивается автоматически. То есть никакого секрета нету здесь. Да, здесь автоматически все высвечивается и движется тоже само. Так, я остановилась на том моменте, что можно поменять время того, как наша инфографика вся движется. Для этого нам нужно зайти на
в раздел Labels. Вот, Labels. Так, мы уже прошли, установили, то есть установили так, чтобы наши все слова здесь были видны полностью в этой инфографике. Дальше мы проходим в хронология и анимация и выбираем, вот он, Timeline и Animation, и выбираем здесь время, за которое будет двигаться наша инфографика. Спускаемся ниже в этом разделе, и вот тут мы можем менять время, за которое будет двигаться наша инфографика. Допустим, поставим здесь 10 или здесь 50 и посмотрим, станет ли она двигаться чуть меньше, чтобы успеть проследить за всеми изменениями. Так, я снова передвигаю вперед и смотрим. Да, в принципе, она стала намного меньше двигаться. Мы можем просмотреть изменения все, как движется все по таблице. Можем еще меньше сделать. Давайте 20 попробуем. Да, в принципе, здесь можно поменять время нашего движения этой инфографики, чтобы наши пользователи могли полностью успеть прочитать, проследить, как все это меняется. Если у вас будет табличка с информацией за большой период, то это будет, я думаю, намного эффективнее, потому что такие вот анимированные инфографики, они рассчитаны на визуализации информации, которые в большей степени по годам идут, да, или по странам идут, за большой период, чтобы показать, как менялось там что-то в стране с какого-то года по какой-то год. Можно даже десятилетиями показывать через эту анимированную инфографику. Дальше. Получается, вот, например, какое-то из министерств, оно может подготовить такую инфографику и сказать потом кактусу, что мы вот такое приготовили, можете опубликовать, и они, скорее всего, захотят и опубликуют, да, такое? Да, конечно, это больше привлечет внимание, я думаю. Всем будет интересно посмотреть, как менялось какое-либо обстоятельство в нашей стране с какого-то по какой-то период. Это более наглядно и больше привлекает внимание. Так вы можете через такую анимированную инфографику больше донести и больше привлечь внимание, чтобы заинтересовались какой-то проблемой, возможно, которую вы хотите продвигать, или обратили внимание на какую-то ситуацию с какими-то там обстоятельствами и так далее. Вот после того, как вы подготовили всю необходимую информацию и вставили ее в эту анимированную инфографику, вы можете дальше уже скачивать ее через снова экспорт на свой сайт размещать. То есть почему мы снова нажимаем на экспорт и выбираем код, который можно публиковать на сайте? Потому что все анимированные, визуализированные инфографики и так далее, какие-то картинки, которые работают через визуализацию, они больше, то есть их невозможно скачать в виде картинки, потому что это же все движется, все в движении, и поэтому нам нужен только код, который мы копируем здесь на сайте, скачиваем его и копируем, и вставляем уже у нас на сайте. То есть скачать обычно в виде картинки нам не получится, потому что это же все-таки движущаяся инфографика. Поэтому мы будем копировать его только в виде кода, специальный код на эту инфографику, и после копирования вставлять к себе на сайт. У меня тут высвечивается чат. Можно же сделать запись экрана. Да, в принципе, если вам удобно делать запись экрана, это будет в виде видео, но это уже для социальных сетей. К вам на сайт легче расположить, разместить в виде вот такого кода, который вы вставляете у себя в материале, и она автоматически визуализируется. Так. Да, все, вопросов больше нет, я смотрю. В принципе, это был последний онлайн-инструмент, который предназначен для визуализации какого-либо контента, который вы можете разместить у себя на сайте. В основном сегодняшние все инструменты были предназначены для того, чтобы размещать их у себя на сайте. Но, как Бегаим отметила выше, то вы можете это публиковать через наши
местные средства массовой информации, или делать скриншоты, или как было здесь в чате написано, сделать запись экрана и в виде видео публиковать у себя в социальных сетях, чтобы тоже привлечь внимание. И к тому же снизу вы можете оставить ссылку на ваш сайт, чтобы после просмотра данной инфографики они, может, заинтересовались какими-то последствиями или какой-либо информацией и могли спокойно перейти к вам на сайт, запомнить ваш сайт и больше заходить и чаще взаимодействовать с вами. Мадина, вот можно я здесь у коллег спрошу по поводу, ну, то есть вот того, что ты сейчас озвучила, действительно хорошие инструменты, но проблема в том, что люди вот на сайт не ходят, и мне интересно мнение, будут ли вот пресс-службы использовать такой вариант, когда они сами готовят и потом разговаривают там с редакциями «Кактуса» или «Клопа», ну, предлагая свой какой-то материал, будут ли они это использовать? Вот у меня сейчас такой вопрос, потом мне следующий будет вопрос. Да, коллеги, давайте обсудим это. Мне кажется, это очень интересная тема. Будете ли вы использовать это в своей деятельности? Добрый день, могу я сказать? Да. Ильзада Сарвашвайла, пресс-секретарь открытого акционерного общества «Национальная электрическая сеть Кыргызстана». Мы же всегда говорим вот между нами, да, что у всех есть официальные сайты, мы их ведем, это как бы один из необходимых наших задач, да, пресс-секретарей, чтобы сайты велись, и между собой говорим, что как бы нет аудитории, да, у нашего сайта особо никто и не заходит, не интересуется. Но есть такой факт, что есть ли аудитория, нет ли аудитория, но мы вынуждены вести наши официальные сайты. И другой вопрос, как мы их будем вести, да? То есть, если мы будем его постоянно совершенствовать, постоянно будем мобилизировать, актуализировать, да, безусловно, это будет показывать лицо нашей компании или ведомства, да? По части вот и по версиям, да, на кыргызском языке, на русском языке. Некоторые есть профильные ведомства, которым необходимо вести и английскую версию. По поводу, будем ли мы использовать, безусловно, это очень интересно, что Мадина показала. Нам необходимо это использовать, потому что это как бы новые технологии, да, новые возможности, почему бы нет. И в дальнейшем также вести переговоры с редакциями, если у нас уже есть наши цифры, готовы какие-то данные, если мы их переведем на такие площадки, выйдем, инфографики, да, где мы будем визуализировать в очень таком интересном формате и подавать, мне кажется, редакции с удовольствием пойдут к нам и будут сотрудничать с нами. Еще кто-то хочет прокомментировать, коллеги? Дело в том, что почему я спрашивала, я хотела предложить Мадине, может быть, мы бы провели еще один вебинар, чтобы вы уже, вот, просмотрев сегодня, поучаствовать в этом вебинаре, увидев 4 инструмента, продумали, какие из них вы хотели бы, ну, на практике попробовать вместе с Мадиной как тренером. Ну, то есть вы продумаете идеи, подготовите заранее картинки или какие-то статистические данные, чтобы вот на практике попробовать и научиться. Вот такое предложение есть. Вы как смотрите на это? Замечательное предложение. Вот в ходе вебинара, вот, в процессе, когда показывала Мадина, уже, мне кажется, у многих появились какие-то идеи. Вот, например, у меня появились идеи сделать до и после. Да? В этом году исполняется 100-летие ГЛРО. Это начало электрификации СССР, в том числе Кыргызстана, да, и как-то мы это будем отмечать в средствах массовой информации. И до этого я думала, как же это преподнести, и сейчас у меня появилась идея, допустим, найти какие-то архивные фотографии наших объектов, показать до, как это все начиналось, да, электрификация у нас в Кыргызстане, и показать сейчас, настолько мы уже электрифицированная страна, да, почти на 100%. Хорошо, тогда, коллеги, мы же по четвергам обычно, тогда давайте на 26-е запланируем, и, пожалуйста, было бы хорошо, если бы вы уже через неделю со своими идеями пришли, потому что на практике все-таки лучше запоминается,
и тогда вы продумаете, какой контент вы хотели бы сделать, и мы в четверг, как обычно, в 4, да, Мадина, проведем? Да, в принципе, как вам будет удобно. И в 4 можно, и в 3:30, как до этого. Как вам удобно, коллеги, как сегодня или как обычно в 4? Как сегодня. Ну, тогда давайте мы в 3:30 в следующий четверг в чате еще напишем, чтобы присоединились еще те, кто не смог сегодня. И просьба большая, вот запись вебинара тоже можно скинуть, чтобы мы могли поделиться с коллегами? Да, запись Мадина скачает, потом у нас есть YouTube-страница, мы туда скинем, и потом в чат, в группу в нашу перепостим. Спасибо. Мадина, спасибо большое, очень интересные инструменты. Мы тогда, коллеги, в следующий четверг встречаемся, уже все готовят свои материалы, чтобы вот на практике попробовать и уже потом использовать вот эти данные знания Мадины. Мадина, спасибо большое. Все отлично, я рада, что вам было полезно сегодняшний вебинар. Тогда уже до следующего четверга. Всем удачи и до свидания. Тут есть комментарий, Спасибо. по-моему. Так. От Гулины. В чате, да? Я что-то не вижу. Нет, микрофон включили, поэтому... Здравствуйте, спасибо. Нет, я как бы случайно нажала. Спасибо большое, Мадина, вам. Все отлично, рада была вам Ага. принести такую полезную информацию. Да, очень полезный вебинар. Спасибо. Все отлично, тогда всем до свидания. До свидания. До свидания. До свидания.